Смотрите в глаза наших ребятишек. Вот посмотрите, выйдите на улицу. Я могу отличить человека, употребляющего наркотики систематически, от трезвого человека. И сколько людей вы встретите на улице? А возраст 24 года, 22 года, 20 лет. Я не вижу того, чтобы глава государства по этому поводу сильно переживал. Во всяком случае, если взять его рабочий график, то минимум внимания уделяется этому вопросу. Минимум. Хотя это основополагающий вопрос. Зачем нам пансионаты, зачем нам трубы, зачем нам дороги, если у нас людей не будет? Слушайте, для кого мы это все строим? О чем говорил Виталий Викторович? Вот задержали, значит, одного подозреваемого в убийстве. Где остальные? Неизвестны эти люди? Они всем известны. Почему вместо того, чтобы их задержать, с ними проводят профилактическую беседу? Для чего это делается? Для того, чтобы завтра кто-то с кем-то в городе столкнулся и произошла еще одна беда? А может у кого-то план такой, стравить все в абхазские фамилии, чтобы мы друг друга все перестреляли, и некому было поднять флаг абхазский, когда придут враги? Может у кого-то такой план? Но мы это не хотим и не позволим. Все должно происходить в строгом соответствии с законом. Еще раз повторяю, в этом отношении, лично с моей стороны, со стороны коллег, будет полная поддержка МВД. Сейчас получилось, что Дмитрий Сергеевич здесь сидит, и мы как-то ругаем. Меня наоборот упрекают, что это у нас дружеские отношения, я там не критикую. И у меня нет оснований полагать, что Дмитрий Сергеевич не хочет бороться со всем этим. Нет таких оснований. Но одного желания, одного человека мало. Я работал в системе много лет, я знаю, какова роль первого лица. Координирующая роль. И суды надо подтягивать. Ну почему вот мы сейчас об этом все знаем, вы, журналисты, знаете, ну человек выпустил убийцу. Это же не только сейчас. Помните тройное убийство на набережной? Подозреваемые кто были? Те же самые люди, которые тоже были выпущены на свободу. Опять же, с нашими судьями. Кто-то из этих судей пострадал? Кого-то сняли с работы? Есть ККС так называемый. Для чего он существует? Какова мера ответственности? Нам есть всем о чем задуматься. Нам есть всем о чем сказать друг другу прямо и открыто. Хватит, оставьте это бизнес-интересы. Оставьте этот хачапур. Он никуда не денется. У нас люди погибают. Для кого мы это все? Для кого это вот эти казнократы строят дома? Для кого? Если все завтра это исчезнет. Борьба с коррупцией, ну это вообще отдельная история. Выборочный подход. Я об этом сказал открыто, президент говорит, пускай Адгур, значит, Арзанба мне скажет, кто коррупционер. Слушай, ты работал 5 лет председателем СГБ, дорогой друг. Если ты не знаешь, кто в этой стране коррупционер, я тебя поздравляю. Что это за вопрос? И с какой коррупцией ты собирался бороться 5 лет в оппозиции, когда об этом громче всех кричал? С Бонду Ачба? В отношении Бонду Ачба хочу сказать, что дело и материалы были разработаны еще до прихода Аслана Георгиевича к власти. А где остальные коррупционеры? Покрупнее, помясистее. Или у нас есть монополия на коррупцию? Вот все, что это все беспокоит не только нас. Мы хотим, как оппозиция, даже не как оппозиция, слово оппозиция уберите, как общественные организации, как политические силы, хотим всему благому оказывать содействие. С первого дня своей публичной деятельности, лично я об этом говорил, и мои коллеги то же самое. Мы хотим помогать, мы хотим помочь и министру, который, я знаю, что действительно у него есть чем заниматься в жизни. Но он пришел. Есть успехи и по линии борьбы с наркоторговлей. Там есть Почале товарищ, достаточно способный. Есть, нельзя об этом говорить.
Но я думаю, что нам пока друг друга хвалить не за что. Служба госбезопасности – это служба, к которой я отношусь с особым пиететом. Вы наверняка не помните, но первую встречу в своей предвыборной кампании я провел именно с ними. Потому что особое отношение и особую надежду я испытываю в отношении этой службы. Но я ничего плохого говорить не буду, потому что это, наверное, единственный оплот, такой стержень нашего государства, вот, чтобы кто-то там за Ингуром не радовался. Но, наверное, где-то чуть надо подкорректировать работу не за оппозицией блюсти, а диверсантов отлавливать, которые засели в правительстве. А как назвать, если это не диверсия в отношении нашей энергетики? Где единственным решением сейчас нам выдают о том, что, оказывается, надо продать, привлечь инвестиции, извините, поменять законодательство, и тогда у нас все будет хорошо. Друзья, много о чем можно сказать и хочется сказать, но возвращаясь к ситуации с случаем, произошедшим с Виталием Викторовичем, это может произойти с каждым гражданином Абхазии. Сегодня никто в нашей стране гарантировать безопасность кому-то не в состоянии. И это вызов, который будет усугубляться с каждым днем. Нужна системная, методичная работа. Реформа правоохранительных органов, которая была заявлена еще, если я не ошибаюсь, в 2017 году господином Жани, уже 1,5 года она где-то в воздухе, о ней говорят, но она была поручена секретарю Совета Безопасности, но пока мы только о ней слышим. Речь идет не только о МВД. Еще раз говорю, нужно усилить ответственность судейского корпуса. Коллеги адвокатов. Адвокат, который знает точно, что он ходатайствует за освобождение, используя уловки законодательства, освобождения убийцы. Может ли он сохранять за собой право представлять сторону защиты в дальнейшем? Нет, я так не думаю. Здесь всю систему надо встряхнуть хорошо. Всю. Потому что от начала до конца, если не будет правильно замкнутый круг, никакого эффекта не будет. Во всем остальном, уважаемые друзья, я еще раз напоследок хочу сказать, что власть в лице президента должна услышать нас. Мы не прибегаем к тем методам политической борьбы, которые ими были использованы в годы оппозиционной деятельности. Хочу сказать, что много кто лично меня за это упрекает, что, дескать, надо более жестко, более, и так далее. Не могу сказать, что я всегда нахожу аргументы в защиту своей позиции. Но пока стою на том, что и без того разрушенное войной, послевоенной блокадой и всем остальным наше государство ослаблять своими политическими действиями неправильно. Но если мы дойдем до того, что нас никто не слышит, что действия не предпринимаются, то выбора не останется, уважаемые друзья. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Если хотите...